Не стало человека из Чегема. В Москве простились с классиком советской и российской литературы Фазилем Искандером. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов на Большой Никитской. С 11 до 2 часов дня в ЦДЛ шли его друзья, коллеги, известные артисты, почитатели таланта писателя. Руководитель администрации президента во времена Ельцина Сергей Филатов говорит: Искандер был русским писателем, но воспевал в своих произведениях Абхазию. Но меня всегда удивляло, что он, помимо писательства такого уровня, его практически с самого начала все считали уже классиком современной литературы. И он еще занимался, очень серьезно занимался общественными делами. Но не общественным деятелем каким-то. Он работал в комиссии по литературной премии государственной. Я, кстати, был председателем этой комиссии, он в это время был членом этой комиссии. Там удивляло вот это познание его множества книг, писателей, произведений. И он всегда был абсолютно точен вообще в оценках. Видимо, он не случайно попал в комиссию по помилованию при президенте. Тоже работало очень много, и там было две группы. Одна группа, которая была за смертную казнь, а вторая группа, которая была против смертной. Вот был он против смертной казни в этой группе. И всегда был точен и очень точно и правильно формулировал вообще, так сказать, причину. Ну, все произведения, которые он писал, в общем-то, они были базированы на маленькой Абхазии. И как он сумел вообще в этой Абхазии практически увидеть все, что творится в мире, это тоже надо. Хотя он там уже последние годы, 50 лет он жил здесь, там не жил. Но то, что он впитал в кровь свою, то, что там происходило, не только обычаи, не только хорошее, но и плохое, и смешное, он все это потом отобразил в книгах. Искандеровскими произведениями зачитывалось не одно поколение. Делятся воспоминаниями о писателе близкие и друзья. Его проза мирового уровня, его произведения не дают места унынию. В них вся полифония абхазской действительности. Фазиль Искандер – это то, что мы все знаем с детства, с раннего детства. И так получилось, что мне в жизни пришлось жить по соседству с ним в Москве. Поэтому у меня много было, не очень много, но было какое-то общение интересное. И, конечно, сейчас, последние годы не так много было слышно о нем, о его творчестве, но, конечно, сейчас мы понимаем, я понимаю, какая-то утрата, потому что я думаю, что для многих моего поколения, людей старше и младше, Абхазия в каком-то смысле была, в том числе искандеровская. Он как-то ее так трансформировал и так показывал, что наши ощущения формировались под влиянием его творчества. Это такой огромный пласт культуры, мудрости, юмора, иронии. Он остается с нами, потому что Искандер бессмертен, но он покидает нас в этой жизни. Я вспоминаю себя в детстве, когда я рос вместе с книгами великого Фазиля Искандера, и вот сейчас поймал себя на мысли о том, что я никогда в детстве не задавался мыслью, о какой он национальности. То есть он был удивительно национальным писателем и поэтом, и в то же время он был нашим общим писателем и поэтом, и то, что он был представителем абхазского народа, совершенно не мешало его восприятию каждому из нас, вне зависимости от нашей национальности, вне зависимости от нашего места проживания, потому что он выражал мысли, чувства, он находил слова, которые в равной степени понятны для любого народа нашей многонациональной страны и которые в равной степени важны для каждого из тех, кто приобщался к его творчеству. И, конечно же, его уход – это огромная потеря для его народа, но это огромная потеря для всех нас, потому что вместе с ним уходит, знаете, какая-то вот ностальгическая эпоха, когда мы жили в одной стране, в одном государстве, когда мы не делили друг друга по национальным квартирам, и когда мы были
уверены в том, что у нас общее будущее. Вот Фазиль Искандер, он совершенно точно опередил свое время, он писал о своем прошлом, о своем настоящем, он писал о нашем общем будущем. Это его величие, которое, конечно же, не уйдет вместе с его уходом из жизни, мы скорбим, но он всегда будет в наших сердцах. Извините, это не банальность, потому что он наши сердца и наши души своим творчеством сформировал. Мы все это частица великого Фазиля Искандера, и он всегда будет с нами. Очень тяжело говорить. Фазиля знаю с 70-го года. Очень много в его судьбе было на моих глазах. И достижения, и проблемы. И я могу только с удовлетворением отметить, что и государство, и люди по достоинству оценили его колоссальный труд, который сегодня опубликован на очень многие языки, и мы имеем возможность, имеем удовольствие читать и перечитывать Фазиля. Да, несмотря ни на что, он счастливый писатель. Ему очень много, и, наверное, самое главное, в жизни удалось. Это, пожалуй, наверное, для каждого человека является его целью, является его смыслом жизни. Фазиль Абдулович в своем творчестве воспринимался прежде всего как певец своей родной страны, Абхазии, как замечательный выразитель абхазского национального характера. Но, конечно, он был гораздо шире этого. То есть это человек, это писатель, это художник, конечно, планетарного масштаба, который в своем творчестве ставил и решал проблемы, которые, конечно, выходят за рамки Абхазии, которые носят общечеловеческий характер. Он писал о жизни, о человеке, который иногда становится перед сложнейшими, драматическими, неразрешимыми, может быть, трагическими задачами, но все-таки находит в себе силы их разрешать. Он писал о любви, о смерти, обо всем том, что, в общем-то, волнует человека. Это очень глубокий писатель, который, я думаю, которого будут читать много-много лет. Великий труженик, великий мыслитель, эссеист, писатель. Вечная слава. Хотя славу он, в общем-то, заслужил и сам, без наших пожеланий. Фазиль Абдулович – это 45 лет моей жизни, жизни нашей семьи. Большой друг, очень большой друг до последнего дня. Он перестал писать в последние годы, только подписывал книги, всем подписывал по-братски Фазиль Искандер. Он чувствовал свою родственность со всеми нормальными людьми этого мира. Он в последнее время больше молчал. Он непрерывно читал, до последнего дня много читал. Он молчал, слушал. Исчез его лучезарный смех, но осталась его улыбка, которая таким теплом одевала каждого, кто к нему приближался. Он внимательно людей слушал. А вообще-то он был где-то уже там. Он смотрел на нас как бы сверху со своей доброжелательной улыбкой. Книги Фазиля Искандера – это не просто чтение, это такой светлый остров нашей жизни. По словам писателя Дениса Чичхаля, произведения Искандера воспитывают нравственность в человеке, несут свет доброты. По-моему, к его 60-летию, да, точно, к его 60-летию мы устроили встречу. Фазиль Абдулович уже не преподавал, уже преподавал я. И с уже другой группой, уже, можем сказать так, второй, следующей генерации. И на вечере, который мы устроили в честь его 60-летия по его творчеству, я задал такой какой-то вопрос, который, может быть, сначала как-то немножко его и чем-то, может быть, даже чем-то и не понравился, но я вопрос задал такой: что для вас значит абхазский язык, как для писателя? И Фазиль Абдулович сильно погрузился в мысли и выдал вот буквально такое выражение:
разумеется, это кровеносная связь с корнями. Сосед по даче в Переделкино, поэт Константин Скворцов, помнит последние дни автора знаменитого Сандро из Чегема. Искандер был крайне работоспособный человек. Он трудился до последнего вздоха, говорит Скворцов. Последние 1,5 месяца, когда он приехал в Переделкино, он все время тянуло какую-то маленькую. Может, он Переделкино считал своей маленькой родиной, такой же, как Абхазия, потому что всегда здесь был покой, уют, творчество. И последние 1,5 месяца мы с ним общались, встречались почти каждый день. Он просыпался поздно, часов 12. Но с 2 часов дня до 2 часов ночи каждый день сидел за столом и работал. Он писал мало, мы с ним обменялись книгами, он в основном читал. Он прочитал все газеты, так все интересовало. И когда я поздно ночью выходил, и возвращался, у него всегда горел свет настольной лампы, мне как укор моей совести, что человек работает, а я где-то так прохлаждаюсь. Удивительно. Он умер, конечно, как большой художник, но это, конечно, большая потеря для меня просто понятно, что Абхазия маленькая страна по российским масштабам, но он сделал ее громадным достоянием, его талант громадным сделал достоянием всего человечества, читающего. На похороны писателя приехала официальная делегация из Абхазии во главе с президентом республики Раулем Хаджибом. Когда говорим, что с нами нет Фазиля Абдуловича, я не думаю, что с нами его нет. Есть душа, есть человек, который оставил нам глубочайшее наследие. И не сомневаюсь в том, что это наследие будет жить, пока есть человечество. Из официальных лиц российской власти на гражданской панихиде был министр культуры Владимир Мединский. Телеграмму соболезнования семье прислал президент России Владимир Путин. На панихиде выступили литераторы, общественные деятели и писатели из поколения самого Искандера. «Есть жизнь, и она мгновенна. Нас, Фазиль, обнял с тобой Кавказ». Это строчки поэта Евгения Евтушенко, который, несмотря на проблемы со здоровьем, пришел проститься со своим другом. Говорил долго и очень проникновенно. Я счастлив тому, что я был первым редактором его книжки, первым, сам поэтической книжки. Он был поэтом и в своей прозе, но разворачивался мощного кавказского эпика. Кавказ был всегда соединял любовью к нему и не только поэтов разных народностей, которыми он был богат, но и те, кто прислала империя как завоеватели, становились. Он покорять его, Кавказ, наоборот, получалось все наоборот. Он покорял всех лучших русских поэтов своей красотой, честью, благородством, гостеприимством. И Кавказ написан русскими поэтами блистательно. У меня были такие строчки когда-то, которые я часто повторял даже и повторяю сейчас, даже несмотря на то, что наши, например, взаимоотношения с Грузией оставляют желать лучшего. Но вообще я надеюсь, что рознь народов, которые сейчас хватает на земле, и которые нас порой ужасает от количества, и от ее количества, этой розни, и от ее безумия. Она соединяется именно такими мыслителями, такими писателями, как Фазиль и многими другими поэтами и прозаиками нашего шестидесятнического поколения. С прощальной речью выступила и писатель Алла Гербер. Ты, Фазиль, был удивительным гражданином этой странной, непонятной страны.
Ты никогда не фальшивил, ты никогда не присмыкался. Ты мог не любить, но ты не умел ненавидеть. Ты был удивительно честным. Вот такое слово честное, такое избитое, такое затертое. Для Фазилия это он, это его дыхание, это его жизнь, это его молчание, это его слово, это его улыбка, это его юмор. Я не знала в жизни человека более достойного. Вот абсолютно точно говорю, я многих знала. Я тоже уже, как говорится, не первый день живу. Но более достойного человека, чем Фазиль, я в своей жизни не встречала. У него была какая-то стать, гордость, действительно удивительная, настоящая кавказского человека. Он как будто всегда был на коне, на своем, на белом, но он не мчался куда-то наверх. Он только мчался по своему пути. Посол Ирана в России Мехди Санай рассчитывает, что произведения Искандера будут переведены на персидский язык. Ведь по отцу Искандер был персом. Я познакомился с ним 15-16 лет назад, когда здесь работал советником в посольстве Исламской Республики Иран. Но и в прошлом году мы участвовали на его юбилее, с его участием познакомились, опять виделись, поговорили. Я надеюсь, что мы можем на персидском языке тоже сдать больше его произведения. Также речь произнес драматург Виктор Шендерович и другие известные общественные деятели и работники культуры России и Абхазии. Одни из первых книг, одни из первых произведений, которые я прочел еще школьником, это были произведения Фазилия Искандеровича. Прочитав его строки, невозможно было не влюбиться в такую прекрасную страну, как Абхазия. С тех пор мое сердце, его частичка, большая частичка принадлежит этой прекрасной стране. Многие могут сказать, что от нас уходит эпоха. Да, может быть, эта эпоха уходит от нас. Но это не совсем так. Эпоха Фазилия Искандера не уйдет никогда, потому что его эпоха изложена в его строчках, в его произведениях. Великая слава Фазилию Искандеру. Для нашего поколения Фазиль Абдулович Искандер был примером честного служения своему призванию. Именно призванию, а не чему-либо еще. И, конечно, отчетливо чувствовался такое вот присутствие Духа в нем и то, что Дух на нем почил. Он сам себя, здесь уже много говорилось, и это совершенно правильно, что он является вдохновенным певцом Абхазии. Вот. Но сам себя он называл персом по отцу. И, может быть, можно было бы добавить, что он Божий перс. Говорить в этой аудитории о том, что каждый из нас читал его блестящие, выдающиеся, с моей точки зрения, произведения, не стоит. Я счастлив, что имел возможность близко с ним общаться. На студии Горького в моем творческом объединении снимался фильм Юры Кара «Город в законе». У меня была возможность общаться, видеть и получать огромное удовольствие от каждой минуты, проводимой вместе с этим удивительно талантливым, гениальным человеком. Поэтому вот Алексей Валерьевич был, я приехал, у нас большая встреча с депутатами Московской городской думы, и от имени всех депутатов, они избраны москвичами, 13 миллионами людей, я приношу низкий поклон от них и от себя этому выдающемуся человеку, гражданину, писателю Фазилию Искандеру. Многие в Абхазии считают Фазиля Абдуловича Искандера абхазским писателем. Абхазский язык
и играл для него, для его творчества роль кровеносных сосудов. Так писал он. Он воспевает родную Абхазию проникновенно, одухотворенно, ярко высвечивая неповторимыми образами и развернутыми метафорами глубокие пласты нашей духовности и народной философии. Писатель своей многогранной личностью, бесценным опытом своих художественных изысканий смог еще глубже и теснее сплотить достойных представителей русской и абхазской культуры, ценой немалых усилий восстанавливая исторически складывавшееся духовное пространство между нашими народами. Акарепсо Фазиль Абдул-Ипа Воруицох Кашаракум Хаштрарукум Орорчьямтапа Яша Наунак Дзебзерас Фаварховца Псын Пирахяй Айхабрат делегация, а интеллигенция хатарнатша Ариабщера кара Москва лашайш рымам Москвати апсва диаспора ахатарнатша Хазиге и нарца улана хурхует воругвала шаралаша ачапхя. Абхазы мира облачились в траур. Это только часть правды, потому что доброта, справедливость, мудрость Фазиля перешла все границы Абхазии, России и мира. Поэтому мы всегда должное воздаем всем тем, кто достойно принял Фазиля в России, потому что Россия стала его родиной, которая дала ему огромный путь, став выдающимся писателем современности. В последний путь писателя проводили аплодисментами. Отпевание писателя прошло в Новодевичьем храме, после чего похоронная процессия направилась к месту захоронения. Фазиля Искандыра похоронили рядом с могилами композитора Андрея Шпая и сенатора Александра Починка. Абхазия в ближайшие годы, если не случится что-то сверхъестественное, сверхстрашное, как война, но я все-таки думаю, что это безумие не наступит. Через несколько лет она будет тем цветущим краем, который знала вся страна, а с годами я уверен, что узнаете весь мир. Я объездил очень много стран и скажу без патриотического преувеличения, столь красивого края я не видел.